Мы наконец доехали до моста через пролив Макинок. Здесь раньше был форт. Вот здесь все написано. Вначале это был французский. Французы здесь были, ну, естественно, потом вот, британцы, там война с индейцами, короче. Вот, это пролив Макинок, соединяющий озеро Мичиган и озеро Гурон. Вот, соответственно, вот этот пролив разъединяет сам штат Мичиган на две части. Вот, сейчас мы поедем дальше, туда, на север. Вот, этот мост в 1957 году только открыли. Вот такие вот дела. Сейчас пройдемся, погуляем. Здесь гуси вон ходят. Видно, как за задницу укусить хотят, да? Ну что, план, в общем, такой. Мы сейчас через мост перебираемся на ту сторону. Добираемся до озера Superior. Вот. И едем вдоль озера Superior до города Дулут, короче. До самого конца, короче, едем. Это примерно 400 миль, короче, очень много еще. До города Дулут. Дулут это уже Миннесота. Вот. План сейчас такой. А потом уже после Дулута будем, скорее всего, добираемся до реки Миссисипи. И вниз по реке Миссисипи едем уже ближе к дому, короче. То есть сейчас мы уже почти до самого верха доехали. И вот немножко на запад 400 миль проедем. И вот все, на мост выехали. Вот красота. Да, и $4 стоит оплата за проезд по мосту. Нормально. Что, сейчас будем обедать. И мы наконец доехали до Lake Superior. До самого большого озера из этого каскада озер. Вот. Сейчас поедем на водопады. Много водопадов тоже здесь всяких разных. На речках. Мы тут ягоду нашли. Я смотрю, такой по листве на иргу похоже. Они вкусные. Да, на иргу. Но это называется рябина, короче. Serviceberry. Serviceberry. Вот, и она по вкусу как ирга и рябина. Очень интересное сочетание. Реально, она вот по виду как ирга, но такой вкус рябины немножко. Смесь, короче. Офигеть, классно. Вот севера за что я люблю. Много ягод. Я тоже. Я люблю ягодки. Еще лучше, чем... я люблю ягодки еще, чем мороженое. Конечно. Березки здесь настоящие. Вот. Ни в какую Россию даже ехать не надо. Вот здесь как хорошо. Вот, доехали до Тонкхуаменон Ривер, короче. Здесь водопады, вот каскад есть. Вот там вот еще виднеется. Сейчас пойдем гулять вдоль нее. Да, да. Как широка здесь река. Сразу представляю индейцев тут сидящих на берегу. Теперь мы сидим. Вообще кайф. Такая лесная река, речка. Да, мы сейчас пойдем. Это нижние водопады. Пойдем на верхние водопады. До них 4 мили в одну сторону. Так что пойдем сейчас туда. Шикарный здесь лес. В тени деревьев. Такой густой. Обалденно. Вот. Нет ничего круче, чем гулять просто по лесу. Блин. Так офигенно, все-таки. Моя стихия.
Меня аромат вот здешнего леса, вот этого северного, у меня как будто пьянит. Столько запахов, ароматов, всяких соцветий. Вообще классно. После такой речки офигенно. Реально меня пьянит. Я иду, меня так что-то шатает аж. Приятно. Наконец дошли, 4 мили прошли до верхнего водопада. Вон он там красавчик, вообще здоровый. Мини-Ниагара. Сейчас дошли 4 мили. Вот. Сразу покушать. Под хот-догу взяли. Пойдем смотреть водопад и назад пиликать еще 4 мили. Еще купи мне много камушки. Камушки Хочешь надо. смотреть? Давай покажи. Да кушай, кушай, давай. Мы пришли с другого ракурса. Вообще красиво. Реально Ниагара. Маленькая. Самый высокий водопад в Мичигане. Сейчас снова вниз по реке пойдем на 4 мили. А? Я хочу что-то. Ну вот. Фу, идем назад, уже возвращаемся. Осталось вот буквально чуть-чуть, уже 8 миль практически прошли. Честно, по ощущениям тяжелее, чем когда мы ходили в горах. Примерно такое же расстояние. Там как-то легче все далось. Сейчас что-то дети ноют, там комары закусали. Мы еще особо не подготовились. Я что-то вообще не думал, что там такое расстояние. И ничего не взял, как бы ни воды, ни там снеков. Но мы поели там хот-догов на остановке. Вот. Как-то по ощущениям все равно тяжело, не знаю. Детям тяжело. Ну, мне как бы пофиг. Вот детям тяжело далось. Сейчас еще не пришли, надо искупаться будет. Вон, идут, бредут пострадавшие. Нормально, сейчас искупались, легче стало. Там закусали муравьи, ой, комары чуть-чуть. А один пить хочет. Все, доброе утро, сегодня проснулись. Вчера после трейла сейчас едем. Ну, мы немножко углубились в материк, так скажем. Сейчас едем снова к озеру Superior. Вот. По грунтовкам тут херачим. Тут места, конечно, уже дикие в сравнении со всей остальной Америкой. Прям представляю, что в Канаде там дальше. Вот. Жалко, мы, конечно, не можем так поехать. Там куда-нибудь я бы на Аляску бы с удовольствием поехал бы через Канаду. Но я не могу выезжать из США. Не могу покидать. Ну, по нашему статусу. Да. Здесь вот эта верхняя часть Мичигана. Такое ощущение, вот через мост проехали, как будто в Заволжье попал. В Чувашии, в Чебоксарах. Тоже густонаселенная местность. На одном берегу, на другой переезжаешь, там вообще глухота. Вот у меня такое же ощущение с Мичиганом. Дороги такие, эти проселочные, грунтовки. Реально как в Заволжье, мне очень нравится. Да, забрались мы сюда, ни связи, ничего нет, даже маршрут не проложить. Вот. Забыл скачать нормальные карты, типа Maps.me, чтобы оффлайн были. Вот у меня только Google карты, вот, а связи нет. Едешь, ну, смотришь там то, что прогрузилось, как бы примерно. Ну, направление берешь. Вот это шикарное мы здесь место нашли. Вот сколько голубики здесь, целые поля вот тут. Офигеть. Уже наелись, остановиться не можем. Сегодня, наверное, ночевать здесь будем. Место офигенное.
тут открытая местность такая, еще комаров сейчас нету. Папа, Вообще. папа, Когда еще голубики наедимся, да? голубики. И папа. And I think so. Begin further in machine. Кушай, кушай, пищу. Так, мы сейчас в лесу побыли, ягод накушались, поехали к озеру покупаться. Там жарко, ну так солнце парит. Здесь вот речка идет, а там за ним вот этот устье реки, а за ним уже озеро. Супер. Какой узенький мостик здесь, прикольный. Нашли сейчас такое место вот возле реки, возле речки. Папа, папа. Есть ягоды. Вон речка, а вон там озеро. Вот речка уже впадает тут рядом. Обалденная красота тут. Папа, ты вот сейчас, когда он... Есть рядом. Да. Папа. Ну что там, зайчика увидели, да? Зайчик тут прискакал. Да. Скакал, что ли? Так, ну знал, что сюда не надо особо ехать. Ну, вначале было нормально, а потом такая пошла. Короче, подзастрял немножко. Вот, сейчас не знаю, как выбираться. Блин, сейчас надо будет подкапывать, короче, машину. Ну, не знаю. Пока она только зарывается тупо и все. Вот, что-то подкладывать надо будет. Да, не надо было сюда ехать, надо было назад поехать потом. Потому что здесь вообще... Да, вот сейчас полный привод бы мне пригодился. Понять, назад или вперед поехать. Надо вот назад попробовать сюда, но что-то сомневаюсь. Это будет очень тяжело. Фу. Так, уже вот так удалось развернуть. Чуть-чуть. Намного нормально получается. Вон там глубоко. Здесь уже цепляет там, вот там песка, я не знаю. Сантиметров 20-30, вот, и развернуться и назад поехать. Короче, дальше я не поеду там. Фу, выехал назад, короче. Блин, жалко, я не заснял это, не до этого было, честно. Вообще, ну, очково, блин, тут стрять, я не знаю, связь не ловит вообще. Кто здесь проедет, я хрен знает. Только до деревни какой-то ближайшей идти пешком. Короче, нормально, выехали. Машинка вообще огонь. Ну, я, конечно, молодец. Вот, самое там проехали, вот, зыбучку. Назад даже в подъем чуть-чуть ехал, поэтому сейчас выезжаем с этой дороги. Прикольно, как бы без такого-то. Ну, блин, я первый раз так в жизни, вот, чтоб прям думал, что сейчас все встряну в песках. Не, нормально. Подкопал чуть-чуть. Ну, там повезло, глина была недалеко, то есть слой был. Так, road closed. Ну, здесь детур вроде можно проехать. Ладно, проедем. Назад уж не поедем. Приключения, как приключения. Ну что, мы доехали до городка Гранд-Мараис. Вот здесь такой этот заливчик. Лодки стоят парусные.
площадка. Сейчас покушаем, поиграем. Вот, машинка, конечно, я до сих пор на адреналине, у меня немножко колбасит так, ну, потому что там застрять, конечно, перспективка такая себе была бы. Вот, но машинка вытянула вместе со мной, как бы, ну, машина, конечно, классная, она добавляет мне уважения, потому что, ну, вообще без проблем. Очень классно сбалансированная, и у нее клиренс высокий достаточно, то есть, если бы там на седане, я бы, наверное, встал бы. Вот, высокий клиренс, и как-то внушает доверие, ну, и реально вытянула, и с везением, конечно, что? Это кораблик. Да? Плавать хочешь там. Вот, внушает, конечно, доверие, и реально, теперь у меня уважение больше к этой тачке, я прям даже задумываюсь, блин, чтобы, может, себе ее оставить. Ну, реально классно, сбалансированная машина, здорово. Конечно, любая вещь, которая проходит с тобой в путешествие, она, ну, становится твоей любимой. Ну, конечно, до конца путешествия еще очень-очень далеко, потому что надо назад вернуться. Вот тогда можно будет сказать, что да, классная тачка, а пока, ну, тянет хорошо, все нормально. И дай бог, все будет хорошо. Вот. Ух, как тут вкусно пахнет, офигеть вот этим. Офигеть, какая вкуснотища. Офигеть, какая вкусная. Это шиповник же? Нет? Смотри, Или розы такие? папа, тебе нужно фоткать вот это. Sometimes they eat it. That's so cute. Ох, сидим здесь, вообще уезжать неохота, такой аромат офигенный, его Да. не передать вообще от Да, этих цветов. Здесь лимоны есть, и еще цветочки вкусно пахнут, и еще здесь еще би. Да, тут много-много пчел летает, вообще кайф. Пчелы много. Еще чепук. И еще здесь есть так паук тоже. Да, все есть, короче, вот сейчас посидим, поедем дальше. И озера здесь красивые. Дороги классные. Хайкеры тут. Сейчас. Первый раз сейчас искупался на озере Superior. На большом озере. Вот. Вода холодная, я искупался, дети что-то не хотят. Ильдарка по пояс зашел. И все. Привыкли, да, флоридские дети? К теплой водичке. Пляж такой красивый тут. Ох, какая березка тут. Голову склонила. Родные березоньки. Всю рябину ободрали здесь. Вдоль берега растет вот перемешку тут с кленом, с березой. А вот это ирга рябина, которая. Вот она. Я просто получаю удовольствие от езды. Тут ограничение скорости 55 миль в час. Я еду 37-38. Ну, тут можно, кто хочет, обгоняет, кому не надо, тот тоже сзади меня отторачивается. Потому что дорога офигенная, лес классный. Куда спешить, блин? Мы едем, издалека приехали, так ехали по трассам. Сейчас можно насладиться в такую погоду.
Сегодня, кстати, солнце в Марьеве немножко. Таком красноватом. Вот, что-то какое-то облако тут пришло. Не знаю, не чернобыльское, надеюсь. Вот. И сегодня вообще свежак. Температура 22 градуса показывает сейчас здесь. Да. Сейчас доехали до городка небольшого, блин, как он называется, даже забыл. Марисет, по-моему, или как. И чувствуется, как пахнет городом. Мы уже отвыкли за сколько дней, там дня 3-4 мы ездили по лесам. Чистый воздух, ну, в плане, что нету никакой запахов человеческой жизнедеятельности, а тут прям такой запах всего, короче, ну, вкусный, не противный. Запах еды, там ресторанов всяких, тут туристический городок. Вот, что еще тут? Да, много всяких разных запахов, и это сразу бросается в глаза. Нашли такое место прикольное. Вроде не кемпинг, но трейл. Вот. И здесь такие места для стоянки. Вот мы встали. Вот. Сейчас будем сосиски жарить. Хорошо, сосиски взяли. Мені повторим. Нету здесь аллигаторов. Здесь есть аллигаторов? Нету. Как будто есть. Красивая речка возле нее. Сейчас ночуем. Речка красивая. Такая лесная, красивая.